А Юсуф, он такой был человек, что любое чужое страдание отзывалось у него в сердце очень живо. И он взял, говорит, дайте мне этот график сюда. И подписал ей сразу ознакомление со всеми томами. Со всем уголовным делом он просто взял под протоколом, подпись поставил. Я говорю, Юсуф, улилда. Он говорит, а титания, да, я там, шинка баттахуанти, я ей говорю, слушайте, вам не стыдно, вы человека хотите погубить таким образом, знаете, какое преступление вы ему вменили и рассчитываете на его сострадание и злоупотребляете им. Она вся в слезах потеряла дар речи, с радостью взяла этот протокол, мной тоже вслед за Юсуфом подписанный, и ушла со своими 4 томами. Это половина истории, друзья, потому что самое главное Юсуф сказал, когда она ушла. Он мне говорит, слушай, там же 4 тома было, довольно тяжкая ноша для женщины в ее положении. Наверное, надо было тебе с ней уйти, помочь ей, говорит. Разве не блаженный, не святой человек может отнестись так к своему прямому, непосредственному врагу? Вот такой это был человек. Он находился, мы все знаем, в Омске, колонии, которые славятся тем, что в них не очень сладко приходится заключенным в принципе, а уж там кавказцам и чеченцам в особенности. И находясь в одном из лечебных учреждений, он довольно долго, надо сказать, и тяжело болел. Он услышал, что там на соседнем этаже, в этой тюремной больнице, там нет решеток, просто тебе нельзя выходить из палаты, и есть охрана по периметру. Какой-то татарин находится в предсмертном состоянии. Он не знает, что это за татарин, он даже не знает, насколько там глубока его вера, он знает, что татарин, и скорее всего поэтому мусульманин. Он пошел вниз на другой этаж, что есть грубейшее нарушение местных распорядков, для того, чтобы прочитать над ним Ясин. И когда его в коридоре остановил охранник и говорит, слушай, если туда пойдешь, то ты будешь привлечен к дисциплинарной ответственности, он говорит, если даже ты меня застрелишь, я туда пойду. И он пошел туда, и отношение к нему даже там было таково, что он пошел туда, сел у изголовья кровати этого татарина и прочитал Ясин, который он знал почти или полностью наизусть. И до тех пор, пока он не закончил это чтение, к нему даже не подошел никто, в знак уважения к нему. Вот такой человек был Юсуф, если вам угодно, о самом дорогом моему сердцу и моему подзащитному.